Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови приветствовал сопредседателей и новых участников женевских дискуссий, представителя ООН Джихан Султаноглу и специального представителя ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольфа Мичелка. Даур Кови выразил надежду, что богатый профессиональный опыт сопредседателей женевских дискуссий приведет к новым положительным результатам. При этом глава внешнеполитического ведомства Абхазии обратил внимание на очередные действия со стороны грузинского руководства, которые негативно влияют на продолжение и реализацию женевских дискуссий. Как отметил Даур Кови, у абхазской стороны вызывает озабоченность то, как грузинская сторона на сегодняшний день пытается продвигать и реализовывать процесс, связанный с так называемым делом Атхазория Татунашвили. В этой связи глава МИД Абхазии обратился к сопредседателям с просьбой донести до сведения грузинской стороны о пагубности подобного рода фактов, связанных с провокационными действиями. К большому сожалению, мы видим, что Грузия ставит вперед некие свои политические амбиции, принося в жертву, можно сказать, возможность дальнейшего проведения переговорного процесса. Вы знаете, что из-за того, что грузинской стороной в список Атхазория Татунашвили были внесены конкретные имена, мы были вынуждены технически приостановить прошлый раунд МПРИ, который проходит в городе Гал. Перед началом своего выступления спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клар выразил соболезнования от лица всех сопредседателей в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия. Переходя к теме встречи, он отметил, что женевские дискуссии имеют большое значение и важны для Евросоюза, ООН, ОБСЕ. В наших общих интересах убедиться и сделать все возможное для того, чтобы женевские дискуссии и МПРИ функционировали наилучшим образом, и чтобы они приносили плоды. Нам предстоят очень важные обсуждения, и чтобы была возможность провести коллективное, скажем так, обсуждение и коллективно подумать над тем, как продвинуть процесс вперед в интересах всех участников. В свою очередь, представитель ООН на женевских дискуссиях Джихан Султаноглу заметила, что генеральный секретарь ООН призвал использовать конструктивный подход, чтобы получить наилучшие результаты женевских дискуссий. Наша позиция заключается в том, чтобы призвать участников использовать прагматичный подход, взаимодействовать открыто во всех вопросах, касающихся работы женевской дискуссии. Я здесь нахожусь вместе со своими коллегами, и в первую очередь я приехала и нахожусь здесь для того, чтобы выслушать вас, выслушать все предложения от всех участников. Очередной 45-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 19-20 октября. Цария Смыр, Артур Каландия, Абхазское телевидение.